Чистарева вторая жена Прометея Овчи. Ему как-то жену не так повезло. С Проской Ивановной 25 лет прожил, и оставшиеся 74, 88, 14 лет он прожил с Тамарой Алексеевной. Валентина Алексеевна Сова, ученый-секретарь Национального музея, выпустила книгу о Национальном музее, и там большой очерк, посвященный Тамаре Алексеевне, он частично тоже вошел в эту книгу. Пожалуйста, Валентина Алексеевна. Говоря о семье Чисталевых, невозможно начать рассказ начала XIX-XX века и заканчивая последними днями жизни Прометея Овчи и Тамары Алексеевны. Поскольку монография была посвящена истории музея, а коллекции музея формировались на протяжении почти 100 лет, то вольно или невольно мы касаемся темы жителей, крестьян Коми-края. Вот есть фотография начала 1900-х годов, точная дата не установлена, когда в селе Помоздино находились два человека. Владимир Александрович Русанов, известный путешественник и исследователь, и Василий Филиппович Попов. Оба работали статистиками в Сысольском статистическом отделе земского управы. Они находились в этом селе, в округе занимались сбором статистических материалов. Вот такое переплетение судеб. Допустим, еще один пример. Почему-то все ссылаются на Алексея Семеновича Сидорова, который явился якобы автором публикации о Коми-пасах. Сотрудники нашего музея, в других изданиях пишут об этом, но почему-то никто не отсылает к имени Тимофея Ильича Чисталева, потому что он первый зарисовал эти пасы, привез в 1923 или 1924 году сюда, в Сысольск. Руководство общества изучения Коми показало их. Было принято решение об их публикации, но дело в том, что типографская база Коми-книжного издательства была настолько слабой, что вот эти деревянные клише, вырезанные рабочим от руки, обычным ножом, они получались некачественными. То есть оттиск получился настолько непрофессионально сделан, что с трудом читался этот оттиск, но мы знаем, что стоит, вот это шло предложением к статье Алексея Александровича Чебусова, тоже местного краеведа, исследователя. И вот таким вот образом вся слава досталась Маилану Алексею Семеновичу. Как я говорю, это все-таки... Да, публикация вышла в Финляндии, но вот исходя от этой статьи, все исследователи пишут как раз о Сидорове. Говоря о Тамаре Алексеевне Чисталевой, в общем-то, воспоминания они почему-то начинаются не с первых лет работы в музее, это случилось в 1971 году, а с 1973 года, осень 1973 года, когда отмечалась очередная годовщина со дня рождения Виктора Алексеевича Савина. Вот тогда впервые я поприсутствовала на мероприятии литературного музея. Тамара Алексеевна пригласила для участия в этом вечере студентов университета. Тогда коми-отделений, конечно, не было, а вот один из рассказов Виктора Савина, в котором такие фразы пользовались, «кыдьяроч», да, понимаете, где русское слово, вот мальчик читает письмо, и там одно слово по-русски, второе на коми-языке, и вот это настолько запомнилось, сейчас я уже не помню, как назывался этот рассказ или пьеса, но, во всяком случае, мне было очень интересно в литературном музее присутствовать на таких вечерах. Это 1973 год, когда о Викторе Савине, наверное, писали не так уж много, тем более меньше всего публиковали его произведений. Но, во всяком случае, я считаю, что Тамара Алексеевна сделала очень много для того, чтобы имя этого человека
стало известно не только на территории нашей республики, в Сыктывкаре, поскольку она много ездила на семинары литературные, проводимые литературным музеем, и, в общем-то, рассказывала об этом прекрасном человеке. И история театра, и комик, поэзия, и проза. Все это через призму музейной экспозиции, поскольку шел процесс накопления этих материалов. Ну вот была построена первая Муратовская экспозиция, 69-й год. Тамара Алексеевна только приступила к работе в литературном музее. И, в общем-то, такие понятия, как литературный музей и литературное краеведение, связаны как раз с именем этого человека. Несмотря на нездоровье, Тамара Алексеевна еще когда училась в пединституте, они заготавливают древесину на берегу реки Вычегде. Где-то у них был выделен участок, и там она очень сильно простыла. Мучительные, бесконечные головные боли прекращались только тогда, когда она писала очередную статью, работала с какой-то коллекцией. За этот период она, конечно, о том, что голова болит, она забывала. Но вот эта болезнь ее сопровождала всю жизнь, и, может быть, вот она как раз и значительно сократила ее жизнь. Ну, Тамара Алексеевна вот неразрывно связана, конечно, с Прометеем Леонтьевичем, потому что до того, как ее архив поступил в фонд Национального музея, удалось просмотреть несколько ее дневников, много таких вещей, которые не хотелось бы озвучивать нигде, потому что это очень личные записи, отношения с супругом, отношения с сыном Верой, и это, наверное, как раз одно из слабых мест ее тоже было, потому что ребенок тяжело болел, и, в общем-то, как мама, это, наверное, образец того, как нужно восстанавливать ребенка после тяжелой болезни. Тамара Алексеевна в 1976 году присутствовала на семинаре литературного музея Государственного литературного музея. Вот здесь она познакомилась с дочерью с внучкой, простите, Алексея Максимовича Горького, Дашей, Дали. И та подарила нашему музею фотографию первого съезда Союза писателей, который проходил в Москве в 1934 году. Вот я так думаю, что любовь к теме Виктор Савин и его творчество, вот именно с этой фотографии она как бы и началась. Вот на протяжении всей ее жизни она сохранилась. Но если общаться с Тамарой Алексеевной, то можно было услышать о таких именах, как Василий Ильич Лейкин, Альберт Ванеев, Серафим Алексеевич Попов и о других. Не потому, что вот они для нее были эталоном, потому что они сидели в соседнем кабинете. Союз писателей Коми и Сер находился в одном помещении с литературным музеем, и, в общем-то, нам тоже удавалось частично где-то побеседовать с ними, услышать их рассказы.